Одно из главных достоинств детского лагеря Эрзии – целебный горный воздух и уникальная природа вокруг. Не случайно каждое лето сюда стремятся попасть сотни детей со всех уголков России. Для их комфортного отдыха и развития необходимы качественные и безопасные условия. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 2015 году. За это время корпуса сильно обветшали. Именно поэтому еще в прошлом году главой региона Махмудом Али Калиматовым совместно с основателем фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым было принято решение провести масштабную реконструкцию объекта. Начало работ было положено в апреле 2023 года. На сегодняшний день детская зона отдыха готова на 90%. Здание находилось в ужасном состоянии. Полностью были трещины в стенах, плитки были везде поломаны. У нас укладка плитки проводилась малярные работы. Мы здесь убрали наружные лестницы, здесь были неаккуратные. Мы построили полностью лестницы с 1 на 3 этаж. На объекте задействовано более 80 человек. Несмотря на короткий срок, бригада уже обновила спальный, медицинский корпус, столовую. Также в санитарных комнатах установили новые душевые и умывальники. Помимо этого уделили особое внимание модернизации системы отопления и вентиляции. Во всех помещениях создали противопожарную безопасность. Потолок мы сделали, стены сделали, положили линолеум, мы положили. Это же актовый зал? Да, это актовый зал. Установили камеры видеонаблюдения мы здесь. Так еще пожарную сигнализацию мы установили. Помимо ремонтных работ полностью обновят мебель, оборудование. Уже завезли комфортабельные диваны, столы, стулья, тумбочки. Осталось только установить. В рамках полномасштабного обновления здесь пристроен дополнительный этаж, что позволило добавить еще 16 комнат. Таким образом, этажность увеличилась с 2 до 3, а общая площадь здания 2500 до 4000 квадратных метров. Это позволит принимать еще больше детей – 480 человек вместо 320. Рабочие постарались создать еще один этаж без особых отличий от остальных. Сделали новую крышу, также перила. Помимо этого, с задней стороны двора установили аварийную лестницу. В реконструкцию также включили старый корпус и административное помещение. Сейчас ведутся работы по обустройству прилегающей территории. Проложили отопление, все остальное, там кафель, установка пластиковых дверей, окон, пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения. Все малярные, косметические работы проделывались тоже в административном здании. Численность детей увеличится, соответственно, и здание нужно расширять. По этой причине для удобства отдыхающих и увеличения возможностей питания в лагере создан дополнительный пищеблок. Ранее это было подвальное складное помещение. Теперь же просторная и светлая столовая с современным оборудованием. К тому же рядом с ней соорудили уютную летнюю веранду, чтобы сделать отдых детей еще более уютным. Огромный фронт работ ведется и на прилегающей территории. Здесь создали игровую, футбольную и баскетбольную площадки с резиновым покрытием. Установили тренажеры и новые качели. Также проведена основательная реконструкция бассейна с подведением его к категории «Олимпийский». Расширена площадь по его периметру. Абсолютно новое сооружение с системой фильтрации воды, подогрева. Созданы абсолютно новые условия, отвечающие современным требованиям. Думаю, что после того, как реконструкционные работы будут завершены, лагерь станет флагманом отдыха не только в нашей республике, но и по Северокавказскому федеральному округу. На обновление лагеря благотворительным фондом «Сафмар» выделено более 300 миллионов рублей. Строительство на контроле у главы региона. Во время очередного визита Махмуд Али Калиматов подчеркнул, все работы по объекту должны быть выполнены с учетом безопасности детей. Полностью оборудование, кровати, матрасы, полностью под ключ. Под ключ. Люди должны заехать. Понимаешь? Да. Ты великий директор со своим министром. Но надо будет, может быть, Обновление лагеря позволит предоставить детям не только качественные условия для полноценного отдыха, но и будет способствовать развитию туристического потенциала субъекта. В этом году у нас в условиях стационара отдохнет не более 2186 детей.
из них 596 детей отдохнет в этом лагере за смену, залито. И в 2 остальных лагерях, это имени Комарова, сельское поселение Троицкое, и юный патриот в городе Малгобек. Оздоровительная кампания в лагере начинается с 1 июня. Работы осталось немного, главное уложиться в сроки. Строительные работы на территории лагеря будут завершены уже в конце мая. Ожидается, что после полномасштабного обновления единственный в Ингушетии специализированный детский лагерь Эрзи, расположенный на высоте 1370 метров, обретет статус всероссийского. Малика Измайлова, Али Зязиков, Магаз 24.